Добрый вечер. Программа «Еженедельный обзор протрем очки» возобновляет свою работу. Мы соскучились по вам. Будем надеяться, что и вы соскучились по нам. И мы снова возвращаемся к еженедельному обзору самых главных и интересных событий. И событие, к которому мы хотим привлечь внимание на этой неделе, произошло, конечно, не на этой неделе, но по своему резонансу оно продолжает оказывать существенное воздействие на умы, сердца и настроение людей. Речь идет, естественно, о нефтеразливе на Колве. В данном случае я хотел бы обратить ваше внимание на две составляющие, на два, если угодно, эхо от этого инцидента. И первый носит информационный характер. Я хотел бы обратить ваше внимание на событие понедельника, когда в половине первого дня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Алексей Кузнецов заявил: в течение недели в Усинске планируют снять режим ЧС. За это же время окончательно убрать последствия утечки нефтесодержащей жидкости с водных объектов. Такой оптимизм не мог не радовать до 16:40. В 16:40 официальное сообщение: 3 района в связи с аварией на внутрипромысловом нефтепроводе и попаданием нефтесодержащей жидкости в водные объекты будут подвержены режиму чрезвычайной ситуации. И помимо Усинска и прилегающих к нему сел, это, конечно же, Ижемский и Усть-Цилимский районы. И вот тут уже не министр, это соответствующее постановление подписал сам глава Коми Владимир Уйба. Вот, собственно, и все. Но нам полезно, и каждому человеку полезно всегда проанализировать, каким бывает информационное воздействие на него в течение буквально нескольких часов. Это полезно помнить, чтобы потом делать соответствующие выводы относительно заявлений официальных лиц. А второе событие, оно формально никак не связано с событиями на Колве. Но вчера, 20 мая, в четверг, официально заявлено, что Воркутинский водоканал не может гарантировать бесперебойного снабжения и надежной работы своих подразделений по обеспечению города Воркуты водой. Здесь никакого нефтеразлива или по чаяния углеразлива, конечно, не произошло. Дело всего лишь в банкротном состоянии водоканала Воркуты, долги которого, кажется, превышают 700 миллионов рублей. Но если вы помните, а вы это тоже наверняка отслеживаете, те, кто отслеживает ситуацию на Колве, возникает естественный вопрос о качестве и надежности водоснабжения того же Усинского и вот тех последующих попечорских районов. Самое интересное, что в отличие от Воркуты, усинские села находятся в более выгодном положении. Они получают воду из скважин, из артезианских скважин, что само по себе гораздо гарантированнее с точки зрения качества воды. В Воркуте, между прочим, проживает 53 тысячи человек. В совокупности в Ижемском, Усть-Цилимском районе и Усинске проживает 65 тысяч человек. Но они рассеяны по большой территории, им объективно легче эту воду получать. Но если такой город, как Воркута, останется без воды, я думаю, последствия понятны. Будем надеяться, что этого как раз не произойдет. Всего вам доброго. До следующей пятницы.